Изучение иностранных языков как способ интеграции в европейское сообщество. В Министерстве образования и науки Чеченской Республики прошел семинар учителей иностранных языков. Все для участия и победы. В Чеченском государственном колледже экономики и управления состоялось торжественное открытие конкурса преподавателей среднего профессионального образования Чеченской Республики «Преподаватель года 2014». Безграничные творческие возможности детей с ограниченными физическими возможностями здоровья. Заключительный этап фестиваля детского творчества «Утренняя звезда» прошел в Республиканском центре развития творчества детей и юношества. В Министерстве образования и науки Чеченской Республики прошел семинар учителей иностранных языков. Мастер-класс провели преподаватели высших учебных заведений Европы, которые приехали в сопровождении экспертов из Англии и Испании. Они будут учить учителей английского, инструкторов, которые в дальнейшем будут обучать других педагогов тем навыкам, тем новым, передавать те новые знания, которые они приобрели. И что, кстати, интересно, семинары, как правило, проходят не в лекционной форме. Все участники семинара, что, скажем, инструктора, что обучающиеся, они будут сидеть кругом и смотреть друг другу в лицо, чтобы человек видел. То есть языком передачи эмоций. Язык, эмоции, мышление – это все такие факторы эмоциональные, которые окружают лингвистику. Мы получили приглашение отсюда и проводить семинар для преподавателей иностранных языков. Это связано с Центром Совета Европы в Граце, в Австрии, о преподавании иностранных языков в Европе. И там разработают эксперты наши новые подходы, новые материалы для преподавателей. И мы проводим такие семинары в наших странах членов Совета Европы, в том числе и России, Российской Федерации. И не только в столицах, а тоже в регионах. Особенно, когда страна так большая, как Россия. В 2020 году иностранный язык будет включен в перечень обязательных предметов, по которому учащиеся будут сдавать экзамен. Это накладывает ответственность на учителей иностранных языков. И такие семинары являются для них большим подспорьем в достижении требуемого уровня квалификации. Прекрасно, если ты изучаешь язык иностранный у носителя языка. Вот это вот все великолепие. И если, например, совершенно разное отличие. Один момент, если, скажем, английском преподается носителем английского языка, это мы ожидаем один результат. И совершенно другой результат, если этот же английский преподается, скажем, не носителем языка. И вот эти моменты, новая методика, использование технических средств, вот все эти моменты будут обсуждаться в рамках семинара. И, разумеется, это хорошее приобретение, хороший опыт для педагогов, учителей иностранных языков нашей республики. Как отметил в своей речи глава программного офиса Совета Европы в Российской Федерации Петр Зих, молодежь регионов готова и желает интеграции в общую российскую среду, но без ущерба своим религиозной, культурной и языковой идентичности. Наша страна имеет огромный опыт в смысле реализации языковой политики. И этот опыт не всегда удачный. Мы помним, наша историческая память сохранила опыт 20-30-х годов, когда был объявлен лингвистический плюрализм, а потом мы помним более жесткую политику, последующую. Надо заметить, что оба этих подхода осуществлялись известным советским политическим лидером, который был специалистом во многих областях, в том числе и в языкознании. Вот, поэтому здесь необходим, и законодатель понимает это, и мы понимаем это, существуют трудности и сложности реализации и подписания, ратификации этой конвенции в таких сложных культурных условиях, как Российская Федерация. Я думаю, что мы к этому придем, и этот семинар, этот тренинг является одним из шагов в этом направлении. Время, когда мир стремительно развивается, требует того, чтобы и мы шли в ногу со временем. Знание иностранных языков позволит молодежи республики не только лучше узнать культуру народов мира, но и откроет перед ними новые перспективы для реализации своих возможностей на более высоком уровне.
В Чеченском государственном колледже экономики и управления прошло торжественное открытие конкурса преподавателей среднего профессионального образования Чеченской Республики «Преподаватель года-2014». Организатором этого мероприятия выступило Министерство образования и науки Чеченской Республики. Мы знаем, что конкурс проводится уже в течение 5 лет. Это своеобразный уже юбилей в этом году. И мы замечаем, что растет количество участников, растет качество представляемых именно конкурс материалов. Мы надеемся, что и участники, и лауреаты конкурса будут у нас своего рода, станут кадровым резервом для того, чтобы воспитывать не только наше подрастающее поколение, но и заниматься диссеминацией положительного опыта в своих учреждениях, распространять все передовое, что мы нарабатываем в процессе участия в данных конкурсах. Еще раз сердечно поздравляем вас. В конкурсе принимают участие как преподаватели по общеобразовательным дисциплинам, так и преподаватели специальных дисциплин. Участники уже прошли первый этап. Каждый из них подал портфолио, в котором представлены план разработки урока, эссе, методические разработки, лекции и различные акции, направленные на обучение и воспитание обучающегося. Мы должны готовить специалистов, а для того, чтобы их подготовить, педагогу приходится самому учиться, получать знания не только, можно сказать, из учебников, но и учиться друг от друга. Заявки на участие подали 19 преподавателей. Они должны пройти тестирование, в котором содержатся вопросы закона об образовании, методического, психологического и педагогического направлений, а также вопросы стандартов третьего поколения. Я приехала с Волгограда и первый раз попробовала себя преподавателем истории в гуманитарно-техническом техникуме. Уже работаю 2 года, и я выиграла внутренний отбор в гуманитарно-техническом техникуме. И, конечно, мне помогли мои студенты, которые участвовали в показе моего урока. Да. Также мне помогли методисты моего техникума и администрация в том числе. Что касается участия в конкурсе, как всегда говорят у нас, в таком случае не главная победа, главное участие. Но все равно, если мой труд будет заметен, я буду очень рада и хочу показать пример другим молодым преподавателям. Главное желание и возможность. Участники конкурса, которые преодолеют планку в 85 баллов, перейдут в 3-й тур, который предполагает показ презентации научно-творческой деятельности и мастер-классы. По итогам конкурса победители будут награждены дипломами и памятными подарками. В Республиканском центре развития творчества детей и юношества «Праздничная атмосфера». Здесь проходит заключительный этап фестиваля детского творчества «Утренняя звезда». В нем принимают участие дети с ограниченными возможностями здоровья от 5 до 16 лет. Здравствуй, добрый фестиваль! Ты же с нами заодно! С песней «Я рисую на окне» в исполнении шоу-группы «Президентский лицей» мы открываем наш фестиваль. «Утренняя звезда». Встречаем! Я рисую на окне, пусть моя не сохнет кисть. Я рисую новый мир, эй, прохожий, оглянись. Если что-то ты хотел в этой жизни изменить, нарисуй ты на окне мир, каким он должен быть. И я верю, что когда каждый кисть свою возьмет, с наших окон доброта в настоящий мир пойдет. И наступит долгий век, без обиды, слез в глазах. Здравствуй, добрый человек, это все в твоих руках. Ты посмотри на моем окне, я рисую этот мир, где ни зла, ни горя нет. Ты посмотри, будет этот мир, где добро всегда царит, мир, который нужен мне. Принимают в этом фестивале дети интернатных учреждений. До этого была проведена большая работа, и сегодня мы видим результаты этой работы. То есть выступают лучшие номинанты в номинациях. Это вокал, это хореография. Вы видите, как изумительно, как четко выступают наши дети, не обладая ни слухом, абсолютно ни чувством ритма. Выступления детей показывают, что ограниченные физические возможности не преграда для их творческих возможностей, и они не менее талантливы. Адам, а какой тебе есть талант, ты знаешь? Не знаю, как я, но точно знаю, что участвовать в
фестивале кто-то открыл себе талант певца, музыканта, танцора, художника. А кто-то мастер декоративно-прикладного искусства, кто-то просто научился общаться с другими детьми. На этом мы не остановимся. География этого фестиваля будет более расширена. И я думаю, что наши дети выйдут за пределы нашей республики и радовать наших зрителей. После завершения фестиваля победителям были вручены призы и подарки. Организаторы фестиваля уже строят большие планы на будущее и уверены, что такие яркие, красочные мероприятия не только дают возможность детям развиваться творчески и реализовывать свои возможности, но и делают их жизнь более насыщенной и полноценной.